Человек Z с Сергеем Михеевым. Здравствуйте, в студии Наталья Мамедова и Сергей Михеев. И сегодня гость нашей программы Деян Берич, сербский доброволец в рядах вооруженных сил Донецкой Народной Республики, снайпер-разведчик, собственно, знакомый нашей уже аудитории герой программы. Деян, здравствуйте. Здравствуйте. Да, Деян, слушайте, вот в прошлый раз мы встречались в связи с трагической гибелью Сергея Паскипалиса, да, говорили о нем, вы с ним были хорошо знакомы. И, кстати говоря, вот вы мне присылали на видео, да, вы со своими друзьями, ну и все те, кто Паскипалиса знает, да, собрали деньги на автомобили, да, вроде того, что он гнал на Донбасс, да, насколько я понимаю, там 3 штуки, на 3 штуки насобирали. Сейчас их 5. Уже 5, да. И эти автомобили отправились на Донбасс, в том числе, как и память о Сергее. Ну, а сегодня давайте, знаете, о чем поговорим? Давайте поговорим об иностранцах на Донбассе вообще, да, и начнем все-таки с вас. Да, как вы оказались на Донбассе? Вообще, кто вы? Да, как складывалась ваша жизнь и как вы оказались на Донбассе? Ну, я сам по образованию токар. После этой школы пошел на 2 высших училища, 2 факультета в одно время. Ну, у нас начала гражданская война и пошел в армию. Потому что большинство моих друзей не хотело высшее образование, пошли в армию, а я, ну, как мне потом война закончится, им посмотреть в глаза, сесть за один стол. Они сражались за родину, а я типа учился, просто сбежал, можно сказать. Пошел в армию, там учился на снайпера, тогда еще Югославия была, и первый раз тогда встретился с русскими добровольцами, которые у нас было. Ну, получилось, что некоторые добровольцы не были просты, так и добровольцы сейчас узнал, когда приехал в Россию, дружим и дальше. Потом на Косово с ними встречался, ну, Лебед, достаточно известный, служил у нас. Потом 2012 года в Сербии дали полную неприкосновенность НАТО солдатами, и это ведь был такой звонок, что у меня тут будут проблемы серьезные, потому что я им простить точно не буду это, что делали. Но была такая немножко стычка, мне там наши власти простили, но только если я буду дальше молчать, и никого не буду трогать и бить, и ничего не делать. Но когда потом принесли закон, по которому нужно проводить там 7-8 гей-парадов в год в Сербии, я понял, что ну, точно что-то наделаю, ну, лучше уехать из Сербии. С женой и раньше мы договаривались развестись, мы просто не дрались, ничего, не складывалось. И оставил дом, 3-этажный дом у меня был там, собрал $200 в карман и поехал в Сочи работать. Но когда был на Косово, я тогда русским рассказывал, но они все говорили сербски, так примерно как я русский, что говорю. Говорили, если будет у вас беда, приглашайте, приеду. Ну, конечно, я думал, когда русским будет нужна помощь. Ну, так, просто надо что-то было сказать хорошее. Ну, 14 год, я год работал в Сочи, строил Олимпийскую деревню, там работы было много, деньги были очень большие, можно было заработать. И в один прекрасный день 2 парня, один из Украины, один из России, которые были у нас добровольцы, сказали, вот время пришло, надо в Севастополь помочь. Ну, знали, что я могу, пригласили, приехал в Севастополь, в Севастопольскую оборону, был в группе «Северный ветер», командира моего арестовали в Чехии, если вообще об этом, Александра Франчетти. Сейчас его отпустили после больше от года. И потом из Севастополя поехали на Донбас, сказали месяца 3-4 закончится, там никто не bude по народу, долбите армija не bude по svom народу, а там пошло все наоборот. Ну и этих 3-4 месяца как-то длится очень долго. Вот примерно такая история, как попал на Донбас. На Донбасс приехали, что увидели, вот приехав, первое впечатление? Ну, сначала не было там ничего такого страшного. Это были мали бои. Ни украинцы хотели сильно воевать, ни русские хотели сильно воевать, которые там были. Они, мне кажется, и одни и другие считали с этим, что они могут договориться. Но когда им очень нужна была война. Вот сейчас война может закончиться через 2 месяца. Рецепт очень простой. Тогда тоже было возможно закончить войну, но Западу эта война нужна, длинная, сейчас уедем в экономику. Но когда там увидел, что
одни украинские солдаты артиллерию обстреливают других украинских солдат, понял, что эта война будет надолго, потому что эти трупы будут возвращаться на территорию Украины и начинает ненависть. Начинается очень жесткая война. Вот я тогда это говорил, мне никто не верил, что будет так. Говорю, нет, это быстро закончится, нет. Вот когда начинаю между собой убиваться, значит причина какая-то есть. Нужно было, чтобы гробы возвращались, главное, на Западную и Центральную Украину, вот и тогда начинаются проблемы. Вот это когда увидел, все было понятно. И потом уследили очень сильные жестокости украинских солдат к гражданским. Говорим этим, которые был прямой контакт с ними, значит, которые расстреливали, издевались над ними. Было понятно, что не просто так говорили о нацбатами, они реально существовали, а артиллерия, она всегда была больше по гражданским, но по военным. Так что это было первое, а дальше просто логическое продолжение этого, что происходит сегодня. Это вот 14-й год, да, вы сейчас? Да, это 14-й год, начало. Чем воевали поначалу? Поначалу с СВД, стандартно чем воевать. СВД, автомат, потом от украинца купили такие хорошее вооружение, было лучше. Потом Захарченко подарил, сначала купили один Орсис охотнический украинца, потом Захарченко подарил военный Орсис, такой хороший с глушителем Орсис Т-5000. Было винтовки 12,7 разных. Большинство автоматы, потому что много работы было в тылу врага, а там в главном идет автомат, пистолет, граната, вот такое. Страшно было? Вы знаете, мне много кто спрашивают, говорят, человек, либо, если говорит, что не боится, он дурак. Я, наверное, дурак. Страшного мне там не было никогда. Чего я всегда боялся, чтобы потерять ноги. Вот этого я реально боялся, старался об этом не думать. И сейчас, когда меня вот последний раз, где-то 1,5 месяца назад так прилетело жестко, там ребята погибли, у меня контузия была такая, что ноги не работали. Вот я принял решение, все, если ноги не начнут работать, убьюсь и все. Жить так не хочется. Вот этого боялся. А так самих боев, все это нету как-то. Нас у Югославии учили, припрямали войны. И зачем говорят, война – это дело молодых. Не думая, не понимая, с чего надо бояться, что это все происходит. А я вообще был достаточно молодой, мне не 18 не было тогда полных. Нас хорошо припрямили психологи и жизни. Так что дальше, нечего бояться, что можно там. За нас, за это воспитание, которое мне дали мои родители и бабушки и дедушки, бояться надо жить и с позором, сделать что-то неправильно и потом всю жизнь каяться, а умереть это не так страшно. Люди умирают каждый день. Вот Сергей не воевал, погиб, ничего не сделаешь. У каждого своя судьба. Дэн, у меня к вам такой вопрос. Вы знали Александра Захарченко? Да, знал очень хорошо. Я был командир снайперской группы, которая охраняла своего мероприятия. 9 мая, 11 мая, День Республики, любое мероприятие. И был командир снайперской группы, который он отдавал в главном такие приказы, которые другие не хотели выполнять. Так что получил хорошее уважение от него, и он был вот очень хорошим человеком. Если он да какой-то приказ, вот такому не откажешь никогда. Он умел как-то человечески подсказать это. То есть вот это все не легенды, то, что о нем рассказывают, какой он имеет репутацию и память в Донбассе и в Донецке? Конечно, нет. Это не легенда. Вот многие стараются, знаете как, если вы не очень хороший человек, вы стараетесь этого хорошего опозорить, чтобы вы выглядали лучше. Так многие хотят быть как Захарченко, но у них просто этого не получается. И начинают придумать, какая история там. Но мы, которые я не могу сказать, что я был близкий с ним. Но мы дружили. Он, например, с передовой, когда приезжаем, старался всегда либо в кафешку, либо в детский дом поехать к маме Лиде, где-то там, гражданскую жизнь, чтобы передовой, вернулся, надо мозг расслабить. И каждый раз, когда приезжал в сепаратист, в кафе, через минут 20 все, он приезжает там.
Приезжая и старался разговаривать. Мы могли часами сидеть там и разговаривать. Адриан, у меня, кстати говоря, вот вопрос. Вы сказали, что с этой войной понятно, ее можно как бы через 2 месяца остановить. Ну, при всем при этом гражданский конфликт, вот гробы, которые идут вглубь Украины, как бы, да и в Россию тоже. А как, на ваш взгляд, ее можно остановить или закончить? Ну, ее можно закончить очень просто. Например, на завтрашний день выйдет Владимир Путин и скажет: вот два государства, которые дают вооружение Украине, получат полноценные санкции с нашей стороны. Значит, не получен ни нефть, ни газ, вообще ничего. Санкции по полной программе. Разбомбить сколько там 5 туннелей, которые с запада возят вооружение на Украину. Значит, ни одно государство, особенно сейчас зимой, говорят: газ, оружие. Ну да, оружие. Санкции с запада тоже оружие против России. Но вопрос, к чему бы это привело, потому что Запад очень сильно нужна эта война. Ну, она бы точно закончила через 2 месяца тогда, но, можно бы, через 3 месяца было еще хуже. Можно бы начала не ядерная война или что-то такое, потому что Западу война нужна длинная, которая ослабит Россию и Европу. Западу, говорим о Америке, не. Это Европа, это не Запад, это просто такие слабые игроки под контролем США. Так можно запросто. Ну да, по поводу, так вот вопрос, по поводу этих тоннелей, да, и инфраструктуры, сейчас мы вернемся к личным каким-то делам, но тем не менее, об этом, например, скажем, мы говорим еще там с весны, да, нам разные ответы дают: это нельзя, невозможно, технически. На ваш взгляд, почему этого не происходит? Ну, я не знаю. Я не могу сказать, почему не происходит. Вот лично я, я маленький игрок, что я простой солдат. Но если бы приносили решение, сначала бы разбомбил туннели, которые и мосты, которые из Европы, большинство этого, что привозят железной дорогой. Их разбомбить, и много вопросов решено. Но с другой стороны, они очень много привозят, очень много уничтожается на территории Донбасса. Вот это тоже самый простой способ ослабить своих врагов. Как экономически, так и военно. Так что, это война, она как шахматы. По поводу вот того, что происходит, опять же, на Донбассе. Вот Наталья спрашивала о ваших впечатлениях от Донбасса, в том числе о первых. А вот как к вам относились люди на Донбассе? Вот сначала, да, приехал иностранец, серб, немного разговаривает по-русски, да. Как вот к вам относились сначала, и менялось ли это отношение как бы в течение этого времени? Сначала было недоверие такое, серьезное. Мне кажется, специфический народ живет на Донбассу, они не очень хорошо каждого принимают. Но когда все приняли тебя, вот ты как родной, самый родной. Но временем это менялось, когда поняли, что не пришел просто так, уезжали, работали. Мы в своих больших боях, в своих сражениях участвовали вместе с ребятами там. Вот и они приняли. После этого начали дружить с народом, они начали тоже принимать, и было возможности помогать, и помогал. Но временем стало лучше. Вот и это потом было, как сказать правильно, хорошая дорожка за другие сербы, которые приезжали. Вот надо сказать по-честному, что все сербы, которые приехали там в плен попали, я и говорил об этом. Донбасские девушки своих забрали себе, так что они сейчас там на Донбассу и остали. Поженились. Понятно. Да. А еще иностранцы вокруг вас были, кроме сербов? Конечно, были, да. Я первые 4 француза, которые приехали, встретил в Ростову. Один между ними, их командир Никола, он был француз сербского происхождения. Они были у нас, потом уехали в Луганск. Там были какие неполадки. Не все серби хорошие, которые приезжают, были и плохих. Им пришлось уехать, но вернулись назад. Два остались воевать. И потом познакомились с бразильцами, которые там были, очень хорошо воевали. Бразильцы, да. Но, к сожалению, Альфонсо погиб. Мне кажется, он из Португалии был. Боец, вот реально боец. Хороший, настоящий. 2 итальянца были. Мне кажется, один тоже погиб, снайпер, один остался. Болгари, 2 человека, которые я знал. Так что иностранца достаточно, как достаточно? Бойцов всегда не хватит. Но если считаем, какая сильная, вот Геббельс бы сейчас сидел и так смотрел, ничего себе, что я научил, это
как хорошо они работают. Пропаганда какая есть против Руси на Западу, она прям очень жесткая. Там 90% лжи. Эти люди, которые приехали, показывают, что там народ нас любит. И время, как проходит, оно все больше и больше будет. Вот сейчас меня попросили помочь с организованием иностранца. Владимир Владимирович дал указ, чтобы первый раз разрешил, чтобы сначала все, чтобы иностранцы приезжали, подписывали контракт с Министерством обороны и начали воевать на нашей стороне. И такой поток хороший. Сейчас только серби, серби, боснийцы, хорват есть один из Хорватии приехал, прям хорват, не православный католик приехал. И сейчас серби и хорваты, которые воевали друг против друга, вот будем сражаться против нацизма. А какие мотивы у этих людей? Вот вы же с ними общались, да? Зачем они приезжают? Почему? Я каждого из них подождал, поговорил с каждым, 2 вернул назад. У одного был мотив просто приехать в Россию, думал, его были там торговли с наркотиками в Сербии, думал, приедет здесь и все простится. Есть там у меня своих друзей, с которыми могу проверить еще менее больше, кто приезжает. Его вернули так и точно, нам здесь не нужны. А одного вернул молодой, 18 лет, куда пошел? Иди дома, делай детей, потом приедешь. А у других мотивы тоже одинаковые. Серби очень любят Россию. Вот очень любят. Мне кажется, серби больше любят Россию, но сами россияне. Но это, честно, мое мнение. Вот, многие не понимают этих, которые сбежали за границу. И их никак не понимают. Это непонятно. У нас, когда была мобилизация в Сербии, нужно там 5000 мобилизированных, приедет 15 000. Там убегало, но очень мало людей. И долг, очень большой долг сербского народа к русскому народу. Сколько бы ни старались у нас поменять историю, но они немножко попробовали это пораньше сделать. Еще много живых людей, которые помнят Вторую мировую войну, которым бабушки и дедушки рассказывали. Вот мой дедушка, папин папа, он сражался вместе с красноармейцами и освобождал Белград. Но мне ни один историк, ни одна телевизия, никто не может рассказать, что это было неправда. Он говорил, как было. Вот. Другий дедушка тоже был у партизанима, так что и таких много есть. Да, но вот у украинцев все дедушки практически воевали во время войны, и тем не менее... многие против русских, да. Были и за. Дэн, вот такой у меня к вам вопрос. Откуда такой очень приличный русский язык, и с каким уровнем русского языка приезжают вот другие иностранцы? Как этот вопрос решается? На месте учатся? Я когда приехал в Сочи, вообще не говорил по-русски. На стройке чуть-чуть старался, и это было очень сложно, потому что был прорабом, а там были свиса бывшего Советского Союза. Это было страшное дело. Я помню, русский устный был. Да, они тоже знатоки русского языка. Я говорю, русский вообще, устный. Там, я тогда не знал, что у них очень плохой русский. Потом понял. Учился, в главном, потом старался смотреть и фильмы, сербские фильмы, потому что в Сербии субтитры идут. Но читал, что пишет, и слушал. Вот так потихоньку учил. Потом интернет, соцсети. Потом, ведь, когда попал на Донбасс, там все русские вокруг, куда деваться, надо учиться. Я не могу сказать, что очень хорошие, ошибки много, вот вы уже нравится. В радио, в федеральном прямом эфире принимаете ребята, участие. которые сейчас приезжают, много их говорит английский язык, немецкий, итальянский, 2 человека говорят русский, и это будет мешанный батальон сербско-русский. Так что, думаю, тут проблема со слаживанием никаких не будет. Пусть помучатся немножко. И я с ними буду работать и помогать, и так что, думаю, будет все проще. Но все-таки сербский все равно как бы язык славянский, поэтому он похож. А вот я просто, извините, я хотел вдогонку к тому вопросу, что я задавал. Хорошо, с сербами, предположим, понятно, с болгарами понятно. А вот бразильцы, итальянцы, кто эти люди? Они там что делают? Знаете, как это люди, за которые коммунизм что-то особенно был. Левые, то есть как бы это люди левых убеждений. Да. И свои они, которые приехали, я с многими разговаривал. Мне просто интересно самому. Я люблю аналитикой заниматься, но и очень удачно занимался. В Сербии проблемы были, из-за этого очень серьезные. 2009 года, когда книгу одну напечатал,
Мне интересно было с ними поговорить, и они прям верили в коммунизм очень сильно. За них Россия – это седище коммунизма. Но они еще не понимают, что, я не знаю ваше мнение, но по моему мнению, это такая демократическо-либеральная власть в Сербии вообще, в России есть. Конечно, это да. мое мнение. Так что это очень далеко от коммунизма. Но они оно, что учили в школе, они в это верят. И что там фашисты, настоящие фашисты. Там любой человек нормальный, вот интернет, пожалуйста, все доступно, может увидеть, что с другой стороны там фашисты воюют. И любой человек, который поддерживает коммунизм, на какую сторону? Конечно, не будет идти на их сторону сражаться против нас. Вот все русские фашисты, которые были неонацистского определения, это никакой секрет, что с украинской стороны у нас с батами тоже русские сражались. Немного, но есть. Но если у него это неонацистическое убеждение, он, конечно, уедет там, не будет на нашей стороне. А они приехали к нам. Вы были ранены? Когда? Сколько раз? Знаете, как пулевые ранения, если сразу человек не умер, они не страшны. Если что-то не оторвали, там дырка и дырка, все, это быстро там заживает. У нас говорят, как на собаке. Но страшные ранения, которые попадают в бронежилеты, там ломают ребра, кости выбивают, это в главном артиллерийское, выбивают суставы, вот это беда. И это на всю жизнь. Вот реально на всю жизнь. А пулевые иногда чуть-чуть заболит, потом ничего страшного. Да, это страшно. Мы хотим анонсировать в нашей программе примет участие человек, который вас там всех спасает. Тоже иностранка. Мирела Якупанец. Привет, меня зовут Мирела. Я приехала с Хорватии здесь помогать раненым. У меня образование магистра по ранению. Это я скончила в Англии. Я просто, когда видела, что здесь началась спецоперация, просто не могла сидеть спокойно и не приехать здесь и помогать людям. Вот мы во второй части программы выведем в прямой эфир Миреллу. Она не может принять участие в начале, понятное дело, медик, госпиталь в Донецке. И сейчас уходим на новости. Это «Человек Z». Вернемся. Человек Z с Сергеем Михеевым. Да, это «Человек Z», и у нас в гостях Деян Берич, сербский доброволец в рядах вооруженных сил Донецкой Народной Республики, снайпер, разведчик. И мы продолжаем разговор, обо всем том, что там происходит. Вот, кстати говоря, у меня к вам вопрос, Деян, мы сейчас в перерыве говорили. А на ваш взгляд вообще, вот эта война, вы видели, как она начиналась, а вот по-вашему, какой в ней смысл? Смысл кого? Вообще, нужна ли она? Нет, естественно, нас интересует только наш смысл. Да. Вот смотрите, мне это лично мое мнение, значит, эта война очень нужна Белоруссии. Вот очень нужна Белоруссии, потому что весь грязь, который собрался я не могу сказать, что это элита, многие называют это российской элитой, но за меня это никакая элита нет. Но весь грязь вышел на поверхность. Не только в элите, но и в армии, и много офицеров посадили. Если бы я был власть, я бы прям как Сталин расстреливал, потому что этого стоит нельзя врать. Особенно военным нельзя врать никогда. Многие врали свои высший кадр, и это произвело очень много проблем. Я это увидел и на Донбассу, тоже было и в российской армии. Так что много людей, офицеров есть, которые посадили. Я надеюсь, эта чистка будет идти прям как нужно и до конца. И экономически это помогло России, потому что здесь люди начали жить расслабленно. Экономия надо развиваться производством, а не торговлей. Это основные вещи, которые любой экономист должен знать, мне кажется, любой политик. А здесь не знали, потому что политики занимались торговлей, везде были замешаны, производство убивалось, чтобы они могли еще больше легальной контрабандой заниматься. И все это сейчас вышло на поверхность, и эта война поможет России, как санкции, так и война, чтобы Россия снова начала жить так, как надо жить.
Мое мнение. Может, я ошибаюсь, но это мое мнение. Ну, дай-то бог. Я считаю, что этот момент тоже есть. И, в принципе, как бы мы периодически об этом говорим в нашей передаче. Вот. Но дай-то бог, чтобы этот процесс был тоже, так сказать, доведен до конца, потому что, как обычно, эти процессы, как бы процессов много в этой действительности, и они разнонаправленные, как бы, и не все из них являются необратимыми. То есть какие-то могут быть и остановлен. Но, тем не менее, да, мне кажется, это тоже важно, потому что в том числе, как бы, ваш взгляд интересен тем, что, да, вы из Сербии, вы серб, да, у нас много общего, но, тем не менее, как человек, который приезжает со страны, он может, мне кажется, иногда более объективно на эти вещи взглянуть. А вот, кстати говоря, мне интересно тоже маленький вопрос насчет Сербии. Потому что у нас тоже много об этом говорят и думают тоже. Как вы, раз уж вы у нас в студии, да, как вы оцениваете нынешнюю ситуацию в Сербии? Потому что у нас многие, так сказать, не понимают. С одной стороны так, с другой стороны так. Ну, знаете как, я всегда на вещи смотрю так. Не надо смотреть, что человек говорит, надо смотреть, что он делает. Вот Сербия один от самых больших экспортеров вооружения на Украину. Вот, от самих больших. Значит, сви наши запасы, они подходят к советскому образцу вооружения, они продаваны на Украину. Вот, я сделал большой скандал, не знаю точно какой год, но одна мина прилетела, 60 мм, которым главном били по гражданским, не взорвалась, она произведена в Сербии 2016 года, торговлем этим занимался отец министра внутренних дел. Потом все это вышло, там скандал был такой большой. Друго, Сербия завела России санкции, не публично, как все другие, но завела санкции. Вот сейчас, где-то 2 месяца назад, Сербия, например, отключила полностью Сбербанк онлайн на территории Сербии, не работает. Только сербский народ, я так ржал над этим, вот сейчас сербский народ, но он всегда уз Россию, сербский народ. А сейчас, мне кажется, они вообще стали уз Россию по полной программе, потому что этим, которые сбежали от мобилизации в Сербию, подняли стоимость квартиры на 4-5 раза. Вот они как-то помогают немножко русским. А так, я думаю, правительство не очень. Они одно говорят, другое работают. Ну, надо и понимать и объективные причины. Сербия окружена Западом. Sve srpske službe v polnosti pod kontrolom Zapada. Znači, kako u vas FSB, u nas je SBA i kontroliruju Angličani po polnoj programi. Amadeo Watkins, это человек, который полуангличанин, полуhrvat. Он делал реформу как армije, так реформу policije, svih etih službi. Svi prorusijski vignani od tuda. Sva specpodrazdeljenja, которая bila прям как CSO, GRU, CSO, FSB, je to rasformirano. И привели люди, которые будут подчиняться. Вот примерно ну, давайте, так. У нас уже на проводе Донбасс. Вернемся к Донецкой Народной Республике. С нами на прямой связи Мирела Якупанец, доброволец из Хорватии, медик, работает в Донецком госпитале. Мирела, вы нас слышите? Здравствуйте. Да, добрый день, я вас слышу. Добрый день, мы очень рады вас слышать. Ну вот вам слово. Сегодня в нашей программе участвуют люди, иностранцы, которые приехали воевать в Донбасс. Почему вы поехали в Донецк? Ваша работа – это тоже военное дело, вы медик. Что вас толкнуло? Мне толкнуло страдание, как и военных наших, конечно, а так и мирных жителей. И вообще эта ситуация, что все были против России. И, конечно, я много не думала, собралась и пришла сюда помогать нашим раненым. Много не думала? Это же очень серьезный шаг. Вы из благополучной западной страны поехали туда, где как минимум нет условий для нормальной работы. Да, я поехала здесь, где очень трудно работать. У нас воды нету питьевой воды. Вода идет каждых 3 дня, если идет. И так очень тяжелые условия. Но наши бойцы, мы их всех успеваем лечить и вылечить, слава Богу. В таких условиях, представляете, мы все успеваем. Не представляем, признаться, Мирела. Вы скажите, вы работаете медсестрой, а какая у вас медицинская квалификация? Вы могли бы работать на более высокой должности? Но я официально здесь, у меня справка есть медсестры, но я работаю, конечно, у меня
магистерий по ранению, можем так сказать, я врач для раны, и все, что идет в раны, и, значит, я это все делаю с хирургом, который, местный хирург, работает вместе со мной. Значит, все, что идет в раны, конечно, и все другое помогаем, все, что нужно. Я здесь от 0 до 24 и доступна раненым. Так что мне ничего не трудно. Мирелла, а как около вот... них и для них я все делаю и буду все делать. Угу. Мирелла, а как к вашему решению отнеслись у вас дома в Хорватии? Но сейчас, конечно, я обратно дома не могу, обратно, потому что у меня сделали уже, ну, как криминалца, скажем, как-то я помогаю террористам, прорусским сепаратистам, и так, вообще все, есть и родственники, которые уже и с моей мамой не разговаривают, потому что я нахожусь здесь и помогаю раненым. Гуманитарная деятельность, на самом деле. Вы же не воюете. Кстати, Дэйн, мы этот вопрос вам не задали. Как ваши родные и близкие отнеслись к тому, что вы в России, что вы в Донбассе, что вы воюете? Ну, мои родные понимали, Да. что я поеду. Ну. Они точно знали, так что они относятся хорошо к этому. Но правительство плохо, я враг государства То есть, как у Миреллы, номер то же один. самое. Ну, знаете, как в 2014 году в октябре принесли закон в Сербии, по которому обвиняют сербские добровольцы. Вот все, которые вернулись назад, либо их посадили, либо условные сроки. Тут только Братислав Живкович, который работает на их службу, он мотается туда-сюда, его никто не трогает. А все другие получили сроки. Вот, а меня, как они обвиняют, как организатора сербских добровольцев, ждет большой срок. А в это же время 3 человека воевали в батальону Азов, никто их не трога. Бойцы из Боснии и из Косово, которые сражались на стороне ИГИЛа, они тоже спокойно через Белградский аэропорт едут. 41 человек сейчас из Сербии воюет в американском ЧВК. Вы забыл, сколько в французском легионе есть. Мысль, так да, что, как бы, эта же деятельность, она по-другому воспринимается. Мирелла, снова вопрос к вам. Вот наши слушатели удивляются, спрашивают, в каких условиях вы живете, работаете, вы получаете зарплату? В ужасных условиях она живет и работает. Ну да. Мирелла, вы слышите нас? Да, но у меня есть комната, но при больнице, конечно, чтобы было ближе, когда они поступают, и тогда могут, очень близко все, на территорию в больнице. Но тяжелые условия, но что сказать. Но ничего мне не тяжело, ничего мне, да. Я пришла ради них, им помогать, и это так будет. Пока это все не скончится, я их оставлять не буду. А какое отношение местных людей к вам? Вот когда вы приехали сначала, как вы относились и как это менялось ли это в течение времени? Какие у вас отношения с местными? Но я много не мотаюсь туда-сюда, у меня нет времени, я захожу только в аптеку, но сейчас люди уже за меня знали, вот вышел фильм, конечно, все приступают к мне, руку дают, спасибо вам. Но я могу сказать тоже, и когда приехала сюда раненые, очень хорошо относились к мне, но было очень чудно им, что я, как сказать, с страны НАТО, вообще Европы, как я пришла сюда, им помогать, но они очень благодарны, а мне просто они бедны, никто другой не бедный они, мои пациенты. Я еще раз напомню, что у нас в эфире сегодня люди, которые приехали воевать и работать на Донбассе. Пока программу прервем. Но мы возвращаемся в программу «Человек Z». Я напомню, сегодня в ней принимает участие сербский доброволец в рядах вооруженных сил Донецкой Республики, снайпер-разведчик Деян Берич. И у нас на связи из Донецка Мирелла Якупанец, доброволец из Хорватии, медик. Мирелла, пока связь не оборвалась, мы бережем качество связи. Сразу хотим продолжить разговор с вами. Пока мы здесь немножко успели с Дэяном переговорить, вы абсолютно героический человек. Вы 24 часа в сутки работаете, помогаете раненым?
Да. Я всегда здесь для них. Я, как и сказала, я для раненых приехала сюда, и я буду все свое, что имею сил, дать для них его лечение. Какие у вас возможности, я имею в виду, медикаменты, какие-то операционные условия? Какими силами трудитесь? Все-таки там военные действия? Да, конечно, у нас каждый день обстрелы, но сегодня вот чуть-чуть как спокойно. Но у нас, да, тяжело, но раны лечим современными методами. Это я принесла все здесь, и так у нас все заживает. Но вот медикаменты получаю через знакомые, люди уже узнали, для меня помогают. Спасибо им всем. И вот мы трудимся и успеваем. А как вы думаете, вы навсегда в России? У меня сейчас такие проблемы, что я не могу обратно, но если бы меня кто и спросил, сейчас в этом моменте, и когда они так думают и поддерживают режим Зеленского, я в такой стране просто не хочу жить. А тоже в плану, если получим гражданство, привезу и свою маму на территории России. Я надеюсь, что гражданство вы и получите. Мама хочет... Да, и мама тоже согласна, хочет сюда приехать. А собаку привезешь? Да, собака тоже с нами. Мирелла, скажите, вам доводилось лечить раненых, что называется, с той стороны противников? Лечили? Не, слава Богу, такие еще не имела, ситуации. Не имела такие ситуации еще ни азовцы, ни пленные украинские. Отказали бы? Я как медик должна всем помочь, да. Но ухаживать как за нашим, а там спрашивать 100 раз на день, что тебе нужно, что ты... Просто я бы не смогла. Знаете почему? Потому что я видела здесь люди из Мариуполя, когда пришла, у нас было очень много эвакуированных из Мариуполя. Я все слышала, видела, что они там прожили, такие издевательства. Я никогда это не забуду на этих людей. Мирелла, очень трудный вопрос вам задам, но задам. Попадали раненые дети к вам в руки? Дети у нас не лечатся. У нас есть больницы, где лечатся дети. То есть вы только с бойцами, имеете дело? Да, только взрослые у нас, да. Гуманитарная помощь к вам приходит? Да, я что попрошу, это все приходит до меня, и так что я, получаю. Вы очень скромно говорите, Мирелла. Что вам нужно? Говорите, что не хватает для того, чтобы лечить раненых бойцов? Да, я как сказала, я использую все современные препараты. От этого есть гранугел, пронтосан гел, пронтосан раствор, гранофлекс, пластыри. Вот это нам нужно всегда, декасан раствор. Просто сказано, Мирелла дает приказы, а мы занимаемся контрабандой из Европы этого, что нужно. А она скромничает, она очень много работает, очень много людей хочет помочь, но просто бинты отправлять смысла нет, ее надо другие лекарства. Она не говорит, какие. Я так понимаю, что надо много. Разберемся, да. Да, вот тут сидит Сергей Михеев, у него есть благотворительный фонд, да. Я смотрю, Мирелла человек известный, да, Дэйнет? Я, наверное, даже вас спрашиваю. Как я с Миреллой познакомился, я на передовой услышал, говорят, там приехала какая твоя, говорю, какая моя. Думали сербка, потому что акцент одинаковый, видите, русскую ее немножко хуже, но она говорит 3 или 4 страны языка, русский, думаю, за ее тоже проблема не будет совладать хорошо. И когда бойцы начали рассказывать и говорят, если меня ранит, мне только к ангелу. Какому ангелу? Говорит, Мирелла, это ваш ангел. Надо было познакомиться. Нас потом познакомил общий друг, сербский журналист Мiodrag Zarković. Вот и начали дружить. Я когда видел, как ее проблемы с лекарствами, начал сам помогать, сколько могу, через своих друзей. Познакомились с очень много людей, которые помогают с лекарствами. Ее не нужно куча всех лекарств. Ее нужно конкретно лекарство. Это достаточно сложно.
И onda когда нет лекарства, которое нужно, она нервничает, она пишет сообщение, мне чем лечить, мне надо помогать. Я говорю, зеленку, она зеленку ненавидит. Ну, просто, Это чтобы правда, она- Мирелла? Не слышит нас. Правда, у меня зеленки нету, и я с этим них лечить не могу, просто что зачем? Зеленка делает только кори, а под корами там гной, там дырки, там некрози. У меня есть все современно, и на них это хорошо действует, раны быстрее вылечимо, никаких там нет проблем, никаких аллергий, и вот ним это тоже нравится, это все, и я очень много внимания им даю, и, конечно, и это для них тоже очень видно, и психически около них там ухаживать за ними, и 100 раз спрашивать, если нужно, что им нужно, как у них дело, и так. Спасибо вам большое, но мы вас отпускаем, зная, что вы заняты, и у вас очень много работы медицинской. Еще раз благодарим за участие в нашей программе и за то, что вы делаете. Мирелла Якупанец, доброволец из Хорватии, медик, работает в Донецком госпитале хирургической медсестрой. Ну и, собственно, у нас осталось буквально несколько секунд, чтобы сказать спасибо вам, Деян Берич, сербский доброволец в рядах вооруженных сил Донецкой Народной Республики.